Житель Гудермеса, ветеран войны Гирги Бакаев, один из тех, кто пережил депортацию. За свою жизнь он увидел много смертей. От голода и холода погибли его родные и близкие. Хотя войнахов вернули на родную землю еще в 1957 году, о полноценной реабилитации заговорили лишь с падением советской власти. В этом году чеченский парламент принял решение о дополнительной поддержке жертв политических репрессий и других категорий граждан. ومثلا مثلا على شغل قدوشم در قديمهم الغيط سم دنيا دو قيشتهم ده تريس $50 так $1000 рублей царь Если раньше граждане, пострадавшие от политических репрессий, и труженики тыла получали 350 рублей, то сейчас эта сумма возрастает до 1660 рублей. Ветераны Великой Отечественной войны будут получать 470 рублей. Мы будем, государство или бюджет Чеченской Республики будет оплачивать им фиксированную сумму 1660 рублей. Это та сумма, которая ему полагается в течение месяца. По мере того, как уровень жизни будет расти, мы знаем, что в последнее время у нас идет инфляция, все дорожает. Естественно, я думаю, что исходя из бюджетных возможностей нашей республики, эти суммы будут регулироваться, ну, скажем, в сторону увеличения. В Чечне сегодня живут десятки тысяч репрессированных и тружеников тыла. Все они получают социальную поддержку, и повышение суммы выплат способствует улучшению уровня их жизни. Если взять в целом с другими регионами, как наши ветераны труда или труженики, или жертвы политических репрессий, в других регионах такие годы, как у нас, они не получают. Это я вам заявляю. Потому что у нас не только по Министерству труда, по правительству, у нас еще дополнительный фонд имени Ахмада Хаджи Кадырова, который возглавляет Айман Кадыров, тоже им помогает. Поправки в закон уже внесены. В конце текущего месяца бывшие переселенцы, ветераны и труженики тыла получат повышенные социальные выплаты. Последнее решение депутатов окажется крайне полезным в условиях повышения цен на продукты и другие товары. Асан Аль-Букаев, Муса Астамиров. Новости.